Здравствуйте, я шеф-повар Данияр Деркимбаев. Я рад поделиться сегодня рецептами, которые будут полезны для маленьких детей. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить о чем-то важном для всей семьи. Вы слышали о 1000 днях окно возможностей? Это время от беременности женщин до 2-го дня рождения ребенка. Физическое и умственное развитие ребенка до его полного потенциала зависит от правильного ухода и питания в первые 1000 дней. Я собираюсь поделиться с вами некоторыми рецептами, которые понравятся вашей семье. Эти ингредиенты доступны в наших магазинах, и я думаю, эти блюда понравятся всей вашей семье. Сегодня мы приготовим с вами кашу из риса и тыквы, но прежде мы помоем руки. Родители или опекуны детей должны мыть руки с мылом и водой перед приготовлением и кормлением ребенка. Необходимо, чтобы родители или опекуны детей приучили детей мыть руки с мылом перед приемом какой-либо пищи. Для приготовления нашего блюда нам понадобится тыква, понадобится рис, сливочное масло и молоко. Обратите внимание, что сегодняшний рецепт для детей от 12 месяцев и старше. Именно в этом возрасте пора приучать детей к новым продуктам. По меньшей мере детям от 12 месяцев нужно давать 300 мг еды или 20 столовых ложек за один прием. Это будет равняться приблизительно полной кружке. В сегодняшнем рецепте мы используем тыкву, которую любят во многих киргизских семьях. Тыква содержит каротин, витамин А, который полезен, который укрепляет здоровье и помогает бороться со многими болезнями. Для начала мы поставим воду, в которой отварим рис. Далее мы должны помыть рис, перебрать его и после этого добавить в кастрюлю с водой. Как только закипит вода, варите рис в течение 20 минут. Вторым действием необходимо будет отварить тыкву. Для этого вам понадобится кастрюля и понадобится тыква. Предварительно я эту тыкву очистил от кожицы, порезал на небольшие кусочки, и теперь я ее могу положить в кастрюлю, залить водой и отварить в течение 10 минут. Дорогие мамы, продолжайте кормить грудью детей до 2 лет. Это гарантирует то, что ваши дети будут здоровыми, умными и будут хорошо расти. Как только сварится рис и тыква станет мягкой, мы должны слить воду. И для этого я использую дуршлаг. Выложу сначала тыкву, солью воду. И теперь я могу тыкву вернуть обратно в кастрюльку и измельчить с помощью блендера. Для того, чтобы лучше перемешать, я добавлю немножко молока. Когда я превратил тыкву в пюре, я добавлю сюда рис. Пожалуйста, не забывайте, что ребенок должен получать трехразовое горячее питание и 2 перекуса из разных продуктов. После смешивания
пюре я добавляю немножко сливочного масла, тщательно перемешиваем. Наше блюдо готово, и мы можем его сервировать на тарелочку. Чтобы получить доступ к этому рецепту или загрузить всю кулинарную книгу, обратитесь к веб-сайту, указанному на экране. А сейчас я вам напомню ингредиенты, которые мы использовали в этом блюде. Основные ингредиенты на 4 порции. Рис круглый 1 стакан, тыква мороженая или свежая около 200 грамм, вода для варки риса 2,5 стакана, молоко цельное либо очищенная вода для варки тыквы 1 стакан, масло сливочное 5 грамм. Помните, что здоровое поколение – наша ответственность и наше будущее. А я желаю вам приятного аппетита!